Жадаю развития. Жителям достойную жизнь. Цель – объединение всех сил в освободительной борьбе участников специальной военной операции. Объединение вокруг сил для борьбы с неофашизмом, бандеровцами, коллективным Западом. Они в очередной раз пошли в крестовый поход, а мы все знаем, чем крестовые походы капиталистов, неофашистов заканчиваются. Полным их поражением. Так и будет. Сегодня перелом есть, третий год уже идет. Мы ежедневно, Балтийская республика, как и все регионы, знают каждого бойца. Их у нас более 4500 якутян сегодня сражаются на фронте. И здесь 21 коммунист. С района Высунтарского, из Алёпинска, из города Якутска, из Аймиконского, почти практически более 20 районов. Они сражаются мужественно, к сожалению, потери есть. Сава Михайлов один из первых пошел добровольцем с самого начала специальной военной операции. Наш кандидат сегодня Игорь Бугаенко более 1,5 лет воюет непосредственно на первой линии, старший наводчик. Вот Геннадий Андреевич, выступая, значит, на одной из конференций, на пресс-конференции, выступал и назвал его имя. Действительно, старший наводчик очень серьезный орудие. Уже более 1,5 лет. Я только что разговаривал буквально с Кульковым, командир дивизии, где служит Игорь. Они получили письмо наше, где мы обратились с тем, чтобы Игоря освободили и дали возможность участвовать в агитации. Вот только что. Было он приехал с фронта тоже, вот сейчас все-таки сегодня мы связались, спокойно переговорили с ним. Он взял телефон, мы постараемся, ну сейчас, говорит, мы юридическую сторону так все это смотрим и примем решение, я сразу вам позвоню. Агитация у нас начинается с августа. Я думаю, что, значит, и в этот период все-таки Игорь будет здесь. Сергей Георгиевич Левченко обратился в Министерство обороны. Но оттуда тоже будет, значит, ответ, я думаю, положительный. Потеруха Анатолий уже более тоже 1,5 лет. Участвует в специальной военной операции. Ну, тоже очень же был уже в боевых, очень горячих точках был. И мы по всей республике, по всей нашей партии более 600 коммунистов сегодня сражаются. Сегодня только Компартия, значит, является стержнем консолидации коммунистических, социалистических государств, которые поддерживают нашу политику и нашу Россию. Не случайно после выборов президента Российской Федерации Путин побывал во Вьетнаме, где прогрессивная народная партия, во Вьетнаме там коммунистическая партия, в Северной Корее там народная партия, тоже наш, вот, поддерживает наш. У нас сегодня специальная военная операция, не говоря о Китае и многих других государствах. Уже сегодня там, значит, мямли Зеленский, что да, надо заканчивать войну. Ну, мямли, заканчивать войну, для него надо закончиться приговором. Приговор ему уже история дала. Приговор дался и украинский народ, и даст прогрессивное общество. Приговор ему будет один. Он виновник кровавой войны. Мы
с вами продолжаем работу в период лета, Псков понимаем. Тем не менее, сегодня удалось, я хочу всех поблагодарить аппарата райкома, горкома, которые мы смогли, значит, достойно, несмотря на сложности, выставить кандидатов по многим нашим, значит, районам и районов в различных областях. Мандатов будет. Друзья, любая победа достигается благодаря единству фронта и тыла. Мы, Коммунистическая партия Российской Федерации, способствуем этому единству. Мы убеждены в том, что добро одержит верх над злом, а идеология справедливости восторжествует над несправедливостью. Мы хотим выразить нашу искреннюю признательность и благодарность тем, кто сейчас сражается на передовой, рискуя своим здоровьем и даже жизнью ради нашей общей победы. Мы помним и чтим тех, кто уже отдал свою жизнь за наше общее дело. Важно отметить, что те, кто ранее пытался управлять нами и помыкать нами в течение 30 лет, испугались и покинули страну. Они испугались этого единства и левого поворота. Друзья, якутяне, мы выражаем вам огромную благодарность за поддержку нашей коммунистической партии. Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы и быть достойными своих великих предков. Очень символично, что мы здесь находимся на священном месте не только поселка Жатай, но и республики в целом, где такие места, посвященные Великой Победе, Великой Отечественной войне, посвященной подвигу наших земляков. Более 60 тысяч якутян участвовал, в том числе и жатайцы участвовали в Великой Отечественной войне. Половину, к сожалению, не вернулись. Мы здесь находимся в период, когда в условиях Запад в очередной раз пошел в крестовый поход против нашей страны, против социалистической нашей Родины, против великого русского народа, многонационального нашего народа. Но ничего у них не получится. А задача они ставят истощить нас между собой на Украине, на братской Украине. Неофашисты, бандеровцы сегодня выполняют роль живого, извиняюсь, как говорится, жизни своей отдают за тех же капиталистические лагеря американцев, коллективный Запад. Но сегодня очень мы в этот день проводим автопробег. Форма автопробега где-то по всей республике, по всей нашей России проходит. По многих регионах уже прошло. Сегодня идет автопробег в Нерюнгеле, в Ленске, в Мегерно-Кангаласском районе, здесь в городе Якутске, в поселке Жатай. Лозунг нашего автопробега за Родину, за великий русский народ, за победу. За победу сегодня в борьбе с фашизмом, бандеровцами, неофашистами, которые сегодня и на фронте ведется борьба, специальной военной операции, освободительная война ведется, освободительная борьба, которая, значит, и победа будет скоро, незамедлительно, нет никакого сомнения. Поэтому мы в этот день чувствуем огромную ответственность, не просто бег, мы этим, значит, встречаемся сегодня, и население видит, что коммунисты, как и всегда, сначала событий на Майдане с 2014 года, все эти годы, и уже непосредственно с 22 февраля, с 22 года, с февраля месяца, участие в специальной военной операции. Победа будет за нами, за великий русский народ, за многонациональный наш народ, за нашу Родину. Ну а в результате сегодня, через уже буквально начнется агитация. Мы здесь, и наше сегодня присутствие здесь, это в поддержку наших депутатов, представительный орган власти городского поселка Жатай, который будет избран представителем власти, и глава. Мы с большим ответственностью будем стремиться к тому, чтобы наш кандидат, который выдвинули его
Компартия Республики, региональное наше отделение, Игоря Бугаенко, участника специальной военной операции, старшего наводчика, артиллериста, который уже почти 1,5 года участвует в боевых действиях специальной военной операции. И народ ему доверяет сегодня, чувствует авторитет, растет, и мы все будем делать для того, чтобы его избрали в Жатае главой городского поселка Жатай. И наших депутатов, которые принесут пользу поселку. Проблем очень много, задач очень много. Это будут действительно люди, которые помогут их вместе с нами, вместе с Компартией, с партийной организацией республики эти задачи решить. Жагдаю развития! Жителям достойную жизнь!